Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сейчас для журналистов организовывается пресс-тур по объектам, которые строятся по национальным проектам. Самое главное, да, это будет самая большая школа в республике. Почему? Потому что школа на 4000 квадратных метров больше, чем Прометей. 17 тысяч квадратных метров. Ага. Вот. Очень 990. Помимо того, что это самая большая школа, она строится по национальному проекту, а это означает, что эта школа полностью будет сдаваться под ключ. Данное здание будет сдано полностью абсолютно под ключ. То есть это не в понимании того, что будет внутри содержание не только по коробке, по наличию, скажем так, стен, потолков и других материальных недвижимых имуществ, но подразумевается и движимое имущество, то есть оснащение будет предусмотрено также полностью по проектной мощности самого образовательного учреждения. Образовательное учреждение имеет сейчас на данном этапе своего куратора, который уже отрабатывал по техническому заданию по оснащенности, то есть само комплектование, сколько кабинетов, условно скажем так, где будет располагаться кабинет технологии, сколько будет кабинетов по естественно-научному направлению, какие это будут помещения, квадратура этих помещений была согласована именно с данным куратором. Ну и, соответственно, какая будет мебель и оборудование, в том числе и интерактивное оборудование, было уже согласовано куратором данного учреждения. Наша фирма на сегодняшний день участвует в строительстве школы в качестве генерального подрядчика. Мы от нуля до ввода объекта, то бишь под ключ, со всеми оборудованием, мебелью, там, кухонным и так далее, все сдаем под ключ. Мне сказали, что это проект новый, я имею в виду проектирование, да, и требует особого внимания, это так? Да. Самая большая школа в нашей республике, 17 128 квадратных метров. Сложно в том, что она сама очень большая и сроки были очень сжатые, короткие, на что мы, естественно, запараллеливаем некоторые процессы работ, идем сразу друг за другом, чтобы поспевать, успевать в графике производства работ. На место отсыпали 65 тысяч кубов песка, и с самого начала были немного сложностей. Поэтому, чтобы ускорить процесс, очень много техники было задействовано, чтобы установить сваи. 978 свай установили, почти 1000 свай здесь. И у нас сейсмоустойчивость объекта 7 баллов, и поэтому весь каркас усиленный, армирование усиленное, бетонные плиты по 24 сантиметра, это толщина очень большая, и закладные детали по всему ограждению, все стены перегородки с закладными деталями, то есть при землетрясении, чтобы стены не упали, сейсмоустойчивость большая. Поэтому от простых объектов сложности есть. Да. Сейчас самое сложное заканчиваем каркас и начали отделочные работы с апреля месяца, с марта-апреля, и сейчас уже заканчивающие работы идут. Особенность объектов сегодняшнего пресс-тура состоит в том, что якутские компании делают эти объекты быстрее графика, в запланированных планах. И все это благодаря именно людям и опыту. Как вы думаете, 1 сентября на будущий год пойдем в школу? Наша задача ввести школу в конце этого года.
это вашей компании не первый такой объект? Да, это у нас не первый объект социальный, который мы строим. Мы построили 203 микрорайон, мы в Улусах построили недавно в село Намса дворец культуры, в Нюрбе театр построили, в Чурапте школу построили. Ну, такие социальные объекты в последние годы мы строим. В чем секрет якутских компаний, особенно ваших, в строительстве таких объектов? Я думаю, в людях и в кадрах. По автодорожному округу данная школа является по счету 5-й. Коэффициент наполняемости образовательных учреждений автодорожного округа на сегодняшний день, на конец учебного года, составляет 1,96, ну, практически в два раза. Благодаря реализации данного проекта мы рассчитываем на то, что немножко снизится коэффициент наполняемости в других школах автодорожного округа. Рядом со школой строится очень много новых многоквартирных домов. Особенность данных микрорайонов – это молодые семьи, которые имеют детей школьного возраста, и будет обеспечиваться шаговая доступность до самой школы. Данная школа находится в микрорайоне Звездный, он рядом располагается. Кстати говоря, хотел сказать, что в Звездный микрорайон запланировано переселение 500 семей из арктических районов и где-то 234 300 семей из 17-го квартала. И все они должны будут учиться, я имею в виду дети, в этой школе. В настоящее время у нас уже реализован сектор А, это сдано 7 домов в прошлом году. И сейчас мы сдаем в секторе С еще 7 домов. В настоящее время у нас сдано 3 и вот 4 еще на подходе. В объеме это более 30 тысяч квадратных метров жилья, вот уже по сути сдано. И в настоящее время сейчас идет процесс передачи квартир. Квартиры у нас как на коммерческой, скажем так, основе реализуются, так и по программе переселения по РАПу, республиканская адресная программа переселения из ветхого аварийного жилья. В нее заезжают жители и города Якутска, и арктических улусов. У нас такой, скажем так, сборный вариант. И, конечно, сейчас уже люди непосредственно занимаются приемкой квартир в сданных домах, то есть принимают, осматривают, поскольку все квартиры у нас в чистовой отделке, то есть полностью обеспечены сантехническим оборудованием, у нас есть обои, линолеум, то есть по сути только перенести вещи. В рамках реализации мастер-плана города Якутска сейчас реализуется последние годы крупный проект по строительству нового микрорайона Звездный. Хочу сказать, что все строго идет по графику. Жители уже в следующем году получат не просто новые жилые современные дома, причем самые разные квартиры. Там от 28 до 84 квадратных метров запланированы для переселенцев из аварийного жилья и ветхого жилья. Но и получат уже современную социальную инфраструктуру. Будет введена школа, детский сад, поликлиника начнет строиться в следующем году. И в следующем году уже появится также и крытый такой серьезный каток с спортивными залами универсальными. И вот это будет, наверное, первый такой пример, когда у нас микрорайон строится полностью со всей социальной инфраструктурой. Для нас сегодня, можно сказать, это исторический день, потому что смело можно сказать, что за 50 лет города Якутска, вообще постсоветского города Якутска, никогда не было такого масштабного строительства школ в городе. Мы уже в ожидании того, что 2025 год мы войдем с большим количеством односменных школ, с лучшими условиями для детей. Конечно, это обязательно отразится и на качестве образования в городе Якутске. Площадь школы самая большая в республике, 990 мест, 2 спортзала. Также
Эта школа адаптирована для эксклюзивного образования, так что здесь будут учиться дети, у которых есть сложности со здоровьем. В кабинетах будут уже по проекту учтены места для колясочников детей. Ну и, соответственно, доступная среда, это определенные плитки, определенные обозначающие знаки там, и так далее. Они уже, то есть потенциально школа будет готова принимать детей с разными нозологиями. Отличительной особенностью данного проекта является наличие коворкинг-центров и так далее, где дети могут проводить свободное время, плюс дополнительно появляются площадя, помимо актовых залов и так далее. Данный проект сейчас говорить рано, какие классы будут. Проект рассчитан на 33 комплект класса, но в зависимости от количества заявлений, так как это будет новое юридическое лицо, объект будет вводиться в работу с 1 сентября следующего учебного года. То есть в конце года объект будет введен. Соответственно, потом начнется работа по лицензированию, по найму работников, по поиску педагогических работников. То есть это тоже достаточно большая работа. Ну и, соответственно, комплектование в первые классы начнется с 1 апреля. В другие классы в течение лета будет формироваться через заявление. И действительное количество классов – это, скорее всего, будет не 33 комплекта, а чуть побольше. И по наполняемости, уже по наличию заявлений, уже будем смотреть по факту. Если классов больше, то и учителей, наверное, да? Должно быть много обучения. Нет, соответственно, перед началом учебного года у школы будет уже понимание, по крайней мере, по первым классам, по их количеству. 30 июня, когда у нас завершается первый этап зачисления в первые классы, уже будет понимание, какое количество по первоклассникам. Ну и, соответственно, по другим, со 2 по 11 классы, в течение лета уже будет сформироваться комплектование классов. Ну а самое главное, она будет сдана в декабре этого года, но учебный процесс начнется с 1 сентября будущего года. И по национальному проекту эта школа будет сдаваться под ключ. Мы сегодня познакомились с куратором этой школы. Она отвечает за то, чтобы эту школу оснастил подрядчик полностью всем необходимым. Представляете, школу просто откроют и запустят наших школьников, учащихся и наших детей. Видеоматериалы СМИ телепрограммы «Точка взаимодействия» вы можете увидеть на YouTube-канале Округ ТВ, а на своем телефоне или на компьютере набираете Округ.тв, смотришь и комментируешь. Интернет-ресурс Округ ТВ.